ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Жильцы второго подъезда дома номер 13А по улице Севастопольской встретились с ресурсоснабжающими компаниями для подписания договоров на оказание услуг. Но многие владельцы квартир отказались это делать. Одна из них – Софья Скуренецкая. Ее жилье было в самом эпицентре взрыва, на 5-м этаже. 9 месяцев назад девушка выходила отсюда, будучи на последнем сроке беременности. Благо, все обошлось. Буквально через 3 дня родился здоровенький мальчик. Но только семья так и не может вернуться домой. Жить тут пока нельзя. Даже сантехника не установлена. Стало быть, подписав бумаги за ЖКХ, платить придется впустую. Я захочу здесь договор, соответственно, мне здесь счета будут идти. Но это, представляете, я за 2 квартиры буду платить, я же не по своей вине сюда не могу переехать, правильно? Как бы я готова, хоть завтра. Ее проблемы решаются тут же. Начальник управления капстроительства Сергей Зубченко обещает недочеты устранить в ближайшие дни. Постараемся завтра установить, но если не получится, у нас прописаны сроки. Да, до 28 числа. Спускаемся этажом ниже. Там капремонта не делали, поклеили только обои. Если не приглядываться, выглядит все приемлемо, но и тут проблем хватает. Собственница 71-й квартиры Галина Коняева хватается за голову. Бывшая учительница потеряла в этом взрыве большую часть личных вещей. Все было залито из пожарного бронзбойта. Но теперь, после восстановительных работ, квартира выглядит едва ли не хуже, чем до них. Всю зиму после взрыва у нас было открыто окно на кухне. И никому дела не было. Отопление было отключено, разморозилась колонка газовая, которая у нас установлена законно. Пришли в негодность водоснабжение. После ремонта это еще все усугубилось. И строители вырвали вообще нам трубу, по которой должно было идти водоснабжение и водоотведение. Входную дверь этой квартиры сняли, она стояла в ограждении дома. Теперь здесь стоит межкомнатная. Однажды Галина Борисовна и вовсе застала в своей квартире рабочих. Они спали на залитом пожарными диване. В 71-й едва ли не жили и еле исправляли нужду, оставив после себя грязь и мусор. Сантехнику в этой квартире мы не будем показывать по этическим соображениям. Ну а на 1-м этаже даже обои не переклеили. Жильцы этих квартир о ремонте говорят со слезами на глазах. Заходить домой им даже не хочется. У меня лично не сделано ничего. Сделано еще хуже. Можете снять наш коридор, из которого все выкинуто. Квартира моя 47-я на 1-м этаже полностью залита водой. Там все в грязи в этой квартире. Обои висят, полы поднялись, мебель вся испорчена. Стекол на улице, можете снять стекла, разбиты. Заезжай и живи, констатирует с горькой усмешкой хозяйка квартиры номер 47. Но всем понятно, жить тут пока нельзя. Куда точно можно заезжать хоть сегодня, так это в квартиру, где прогремел взрыв. Она, можно сказать, отделана под ключ.